В ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Восьмая неделя звычайная. Сёння ў першым чытанні пачуем, што Нааман атрымаў аздараўленне з праказы і прыйшоў, каб падзякаваць Пану Богу. Евангелие скажа, што Ісус Христос аздаравіў аж 10 з той же самай хваробы. Атрымалі аздараўленне, але толькі адзін прыйшоў падзякаваць. Кожная святая імша Эўхарыстыё з'яўляецца падзякай Пану Богу за тое, што мы сёння маем надзею незвычайную, што жывем не для цяпер, а жывем для жыцця вечнага. Выкарыстаем гэты час, які нам Бог дае на гэтай зямлі, каб мы маглі як мага найбольш прыблізіцца да Пана Бога. Перапросім за нашыя грахі, каб мы маглі з чыстым сэрцам скласці гэтую найсвяцейшую ахвяру. Spowiadajuся Bogu Всемогутному, вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, ушинком и занятанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный, и отпустивши нам грехи, доведи нас до життя вечного.
Яки веришь на земле, как и свету, прими моление наше, яки святишь кроваву Христа, смилуйся над нами. О, только Ты святый, только Ты наш Бог, только Ты наивысший Иисус Христе, служа святым у хвале Бога Отца. Amen. Amen. Молимся. Просим Ciebie, Всемогутный Боже, нехай Твоя ласка повсюди перед нами и нас упровожає, как мы завсёды охотно робили добрые учинки, про Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, яки с Тобою живе и владарить в едности Духа Святого, Бог разуче веки вечные. Першее читание другой книги Володарства. У тые дни пойшов Нааман сирыец и окунулся в Иордане 7 разов погодне слова Елисея, человека Божьего, и обновилось тело ягоное, и стало, як тело малого дитяти, и очистилось. Тады вернулся до человека Божьего и усе, кто сопровождал его. Пришел и стал перед им и сказал: «Сапраўды я ведаю, что няма Бога на всей земли, а только у Израиля. Тому прими дар от слуги твоего». И отказал Елисей: «Як живий пан, перед обличием якого я стою, не приму». А той примушив его взять, але ён одмовился. И сказал Нааман: «Коли не, то прошу, нехай слузе твоему дадут столько земли, кольки понесут 2 мулы, бо не будет больше слуга твой приносить усипаление и ахвяры іншим богам, опроч пана». Это слово Божие. Дякуем Пану Богу. Спевайте Пану новую песню, моя женился, Ему моя молодец, Его святую держу. Пану явил, народом спокойнее свое, показал Пан свое славление, и отвратшим народом объявил свою справедливость. Пусть будет справедливость и милосердность на дому Израиля. Пан объявил народом славление свое, убачили все ниже земли, славление Бога нашего. Пусть гибнет Богу вся земля, радуйтесь, спевайте и играйте.
Читание другого послания святого апостола Павла до Тимофея. Умилованный, пам'ятай про Єсуса Христа з покоління Давида, який воскрес з мертвих поводле Євангелія моєго, за якое я терплю недолю аж до кайдану, ніби злочинця, але Божого Слова не зневолиш. Тому я усё витрымліваю дзеля вибраних, кабы яны атрымалі збаўленне у Єсусе Христе з вечною славою. Правдивое слово, коли мы разом с Ним померли, то с Ним и живем. Коли терпим, то разом с Ним и володарить будем. Коли отречемся, и Он отречется от нас. Коли мы не верим, и Он застається верным, бо самого себе отречися не можно. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Алілуя, алілуя, алілуя. Слава дякуйте, бо така нас Божа воля у Єсусі Христі. Алілуя, алілуя, алілуя. С вами. Читание Святого Евангелия поводле Луки. Коли Иисус пришел у Иерусалим, проходил праз Самарию и Галилею, и коли он уваходил в одну вёску, сустрели его 10 прохожих, які, ставши здалек, моцным голосом казали: «Єсус, наставник, змилуйся над нами». Убачивши их, он сказал им: «Идите, покажитеся святарам». А коли одышли яны, очистились. И один з них, убачивши, что стал оздоровленным, вернулся моцным голосом, прославляющий Бога, и упавши ницам до ног ягоных, дякував ему. А быў гэта самарянин. Тады Єсус сказав: «Ці не 10 было очищених, де ж 9? Не знайшлося нікого, хто б вернувся отдать славу Пану, акрамя гэтага чужинца. И сказал ему: «Устань, иди, вера твоя спавила тебе». Гэта слово Пана. Слава Тебе, Христе. Коли будем читать Евангелие, сапраўды Иисус Христос шмат где оздоровляя, размножая хлеб. И коли будем так докладно читать, то мало кто приходит дяковать. Приходит дяковать Пану Иисусу и Пану Богу только тыя, хто гэта атрымаў сапраўды як дар, чи якісь чужинцы. Поглядим на Наамана Сирийчика, поглядим на вдову Сиропты, з якихось других містин умеет зауважить и подяковать Пану Богу. А мы маем, але не умеем подяковать. Сьогоднішнє Слово Боже керує на нашу подяку. Чи ми удячні Пану Богу за дар віри? За то, что мы сегодня являемся христианами, католиками або православными. Чи мы дякуем Пану Богу за это? Что Бог не оставляя нас, а дав нам незвичайную надею, надею на життя вічне. У сучасному світі тренд молодих людей, особливо в Європі, це познавати нові релігії. І не стидяться цих релігій. Рожаницю руки взяти, встидаюся. Але якісь ті чотки мусульманські, і ці не істі перебрасуватися і показувати їм, що я тут маю, не стидаюся. Чи ми устидимося Пана Бога, чи ми його соромимося? Чи ми соромимося Єсуса Христа? Поглядячи на цих 10 прохожих, які не просто так,
а моцным голосом кричали: «Езу Христе, злитуйся над нами!» Через что, они соромились? Нет, не соромились. Чи ми вміємо дякувати за те, що отримали? Один знайомий святар мені розказував, що ходив з сакраментом хворих кожну суботу першого місяця або п'ятницю, залежно там в якійсь епархіях, ходив до хворого з комуні. Эти хворий там один був такий, мені говорить, на інвалідній колясці. Руки викривлені в другие сторони, голова теж схилена, ног немає, не чує. Не ходить. И вот ты пришел, был раз до его, и он такие радостный сидит и говорит: «Все, сегодня я имел сон. Такий классный сон, что он меня дал на день». Что за сон, этот человек? Питали, что за сон? В этом сне я ходил. И сейчас ты говоришь мне, ведаешь что? Тогда я зрозумел и начал дякувати Пану Богу за то, что я маю ноги. Я ніколи не звертав на это уваги. Что мы маем руки, что мы можем промовить слово, что мы можем сделать добрый поступок, что мы можем поисти, как сделать какое-то добро. А на что мы уживаем такие речи? Хотя человек узрадовался, бо убачив во сне, хоть реально ніколи він ходить не буде. Это ему дало радость. Чи ми вміємо дякувати Пану Богу за те, що маємо? За другого чоловіка, який є побач з нами? Чи вміємо подякувати муж за жонку, жонка за мужа, за детей своих? Чи вміли зауважити, що я маю добро з того, не потому що мені здається, що може проіграти своє життя, що може поставив мене, і рулетка упала в такий спосіб, що проіграв я все своє життя. Ну ні, це не так. Бо каб так було, Бог би це все змінив. Бо це не залежить від тебе. Бо це залежить все від Пана Бога. І відносно, як є, так повинно бути. Якщо ми вельми часто не вміємо бути вдячними за те, що є. Чи муж дякує жонці за те, що вона приготовила добрий суп, наприклад. І вона думає, коли кость готую кинуть у воду, чи коли вона гаряча, у кипяченую, чи у холодную. Бо кине у холодную, може віддасть м'ясо, не перечиниться, і віддасть більш смаку, і буде суп більш виборости. А по-другому, коли кинем у кипяток, позакривається, і все. И не будет смаку, будет только кость сваренная, а суп не будет иметь смаку. Чужонка, дякуя мужу, что он сами едет за рулем, переключает передачу с 4 на 5, и чуешь, что что здесь скрипит. И думаем: ага, пора машину сдавать в ремонт. Что здесь тут такое начинает разваливаться, бо наступную с подорожью можем не быть. А жонка в этот час едет глядеть в окна, вправо, влево, подивляет птушки, солнца, людей, которые проходят мимо. А муж уже думає, що ж все, машина в ремонт. Треба направляти, бо наступним разом якось нещастя станеться. Чи ми вміємо один одному подякувати за те, що ми маємо щоденно? Яка є наша вдячність? Чому гэтыя люди, 10 чоловік, отримують оздоровлення? Две причины. Две. Первая из них, что не стояли 10 издалека. И не говорили: они едут. У Евангелия написано: кричали мощным голосом: «Еду, Христос, кричи над нами, уратуй нас!» Коли человек может кричать? Я на початок думал, что эти люди в своем житті чим-то заризиковали. А оказывается, нет. Сегодняшнее Евангелие говорит, я это усвідомив недавно, несколько дней тому назад. Сегодняшнее Евангелие говорит: Иисус проходил праз Самарию и Галилею. Так ладно, проходил праз межу Самарии и Галилеи. Межа. Кто з вас приїжджав праз межу, відомо на межі, є такий участок дороги або моста, який не належить до нікого. Якого ніхто, може сказати, не обслуговує. Нейтральная полоса так само. И гэтые люди жили на этой нейтральной полосе. Им нельзя было ani в Самарию, ani в Галилею, а тем больше в Иерусалим. И они были прокаженные, и они были хворые. И никуда нельзя. И когда они вышли поза этой межи, каждый, кто их встрел, не имел права их забить. Бо они могли заразить другого человека. Однако, эти люди, поглядите, что робят. По-другое, чому были спас уратованные?
Тому что поверили в это слово. Коли человек может прийти и уклечь посередине Гомельского тракта и молиться, то это коли уже все. Никто нам не допоможет. Коли может поверить Божьему Слову, якое почує. Чи зраніться, коли встанем мы, не расчесанные, не умалеванные, все нас знаете в таких элегантских, файных. И тут нам объявился Бог и сказал: хочешь урятовать свое життя? У таком стане, яким стал, в этой дочнушке, в пижаме этой. Иди теперь как пеша праз Минск на пляц, на площадь Свободы. Перемоги. Иди так. Кто бы заслышал? Подъезд. Я понимаю, но я хотел справу, а не так пойти. Говорит, эй, люди так пошли. Пошли так ладно в такий спосіб. Хворі. Чи они что-нибудь ризиковали? Нет. И они уже зрозумели, что життя прогуляли. Им уже не важно было, чи их забьют, чи нет, чи они побудут так, чи не так. И эта справа напомкнула их на падение. И когда дала им оздоровление, коли и шли. Не, Иисус Христос не пришел, не положил на их руки, не поблагословил, не полил святой водой. Нет. Коли и шли, были оздоровленные. Поверили Пану Богу. Мы вельми часто так само шукаем якогось цінного общества. Коли я розмовляю вельми часто и с ксензами, экс-ксензами, которые выкрестили ксензами, альбо с служенствами, которые за границей имеют незнакомый шмат, и которые действуют в певний момент у своем житті на эмоциях, на своих амбициях подняли дурную децизию развалить семью альбо вести святарство. Я говорю, мы жалеем, что нас до этого примусила наша пыха. Мы так моцно поставили, что нет, мы будем почкою земли. И мы никуда не вернемся, и мы не угнемся, не согнемся, я сказал. И запсовали своим житьем. И говорит мне ксенз, как мы могли, да бы с великой охотой вернулись до той хвили, и грызли бы землю зубами, и мололи бы ее, и ель нехай бы нахрипела, али семья была бы уготована. Святарство было бы уготовано. Альбо служба законная была бы уготована. Мы не умеем быть удячными за то, что маем. Мы не умеем доставить то, что у нас есть, вельми важное. И поглядим, что эти люди умеют доставить. А не подяка только у одного. Только один пришел до подяка Пану Богу. Только один зауважил ласку Пана Бога. И мы покликаны, как зауважать эту ласку Божию в нашем житті, у стаденных справах. Как мы можем меньше нарекали на то, что нам здесь не подобается. Нам здається, что мы знаем життя. Ничего мы не знаем. Я могу знать добрую философию, могу я читать, могу я пробовать зрозуміти теологию. Ну, уже трошки простее, але нет, это было життя еще вводить. Хтось бы начал читать логику, там вообще тотальный космос. Я її розумію, дякую Богу. Ну, умисл математичний хороший. Або хтось тебе сказав, ти знаєш, не знаєш, а на житті ти знаєш, знаєш на житті, не знаєш все на житті. Я так само не знаю на житті. Не тільки на ваші, на своїм. Нам так здається, що ми все шмат знаємо. І ми не ведаємо, на що сьогодні ми переживаємо то, що ми переживаємо. Бо може це єдиний варіант в нашем житті, єдина перспектива, як щось не ставилося намного горше, намного страшніше. А нам бы здавалося, что нет. Мы бы хотели изменить життя наше намного лепее. Бо мы ведаем. Бог ведает. Только и выключно Бог ведает. И мы маем доверить наше життя Пану Богу. Как Пана Бога отримать их мага наиболее. У нас, мы так само творим такие группы прокожених. Для який спосіб вони творені в сучасному світі. Відомо, чоловік, коли хто знає прокож, да, ніколи її нельзя було залечити. Это не залечивается по сегодняшний день. Остаются раны, его пятна в ней. Это только затримовывается. И ее вылечить николи до конца не вылечить. Дякую Богу, что в наших районах люди не хвореют от таких хвороб. Они хвореют по-другому, иначе, другого. Когда прокозой является, когда мы сгораемся с любовью одной и переживаем все те самые тяжкости. И один одного накручиваем негативно. Кто больше, кто горше. Как показать, кем мы бедные. Как когось може принизить. А тим самим думаю, али наше життя зрядне. Али по-справжньому добре.
Мы в таких группах прокожаных и живем. Человек покликаны, как накручивать, и наставлять, и допомагать словом. Пан Бог дал дар речи, и мог не тому, как жалеть самого себе, а как подносить на духа другого человека. Поглядим, что до Иисуса Христа пришли. Улитесь, Иисус Христос ни слова не промолвил. Сказал только одно: идите, покажитесь святарами. Чим була хвороба у тих часів в Старому Завіті? Хвороба, хто хворів у Старому Тестаменті, лічилася, щоб той грешний він. Czyli проклятый Паном Богом. Таких людей выкидали. С ними никто не хотел ходить, размовлять. Бо его не было ласки Божьей. Дякую Богу, что в Новом Тестаменте мы над хворым человеком похиляемся. Хвороба – это правда и покута. Что свет иначе показывает, что мы маем такими людьми заняться. А мы так само хвораем духовно. И так само потребуем такой опеки. Опеки другого человека. Просим, братья и сестры, как и мы в нашем житті умели быть удячны один одним. Не шукали своей выгоды, бо ніколи її не знайдемо. Ніколи не знайдемо. І її не буде в нашому житті. І коли ми будемо шукати другого лепшого життя, то погляньте, що воно буде намного горше. Але як ми трималися Бога усім, що є. Бо тільки Бог сам життя, бо Він з'являється істочником життя, бо Він сам життя. І нам це життя дає. Як ми були вдячні за то, що ми з'являємося християнами. Віру в одного Бога, а і та самого. Вашого ім'я вашого, Родина Пана Ісуса Христа, Сина Божого одиного, Отця народженого, перед усіми веками, Бога от Бога, святого от святла, Бога соправдного, Бога соправдного, народженого из Бога, одиносудного Криши, разве якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба, прителовился от Духа Святого, Девы Марии, и стался человеком, укрыжованный как сам за нас, при Понтском Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, по воле Писания, и взошел на небо, сядеть праворуч Отца, и снова прийти в хвале, судить живых и померных, и его владарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який за Отца и Сына походит, якому разом с Отцом и Сыном належить поклонение и хвала, який промовлял праз пророков, веру в один святый католический апостольский костел, вызнаю один их рост для отпущения грехов и шагаю в воскрешение помилуй и життя вечного в будущем свете. За Иисуса Христа наш разбавца и является светлым свету, с надеей внесем наши молитвы. Молимся за святых все, как в тяжких ситуациях, врагов, потребовала вера во воскресного Христа. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за удельников руху живого рожанця, к образу з Панної Марії, не долучаємося до справ збавлення світу. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за суженство, яким погрожає развод, как допомогли сакраментальные ласки не змогли перемагчи все, что з'являється причиною поділу і розладу. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за тих, хто має проблеми з жильем, как з Божою допомогою вони змогли її вирішити. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, собраних в ім'я Пана, как мы училися перемагати свой эгоизм и были готовы охотно служить іншим людям. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Пане Ісусу Христе, владарусу світу, вислухай наші покорні молитви, які уносим до Тебе і учини, как усі народи тешилися Твоим спокоем, які живеш и владариш праз усе веки вечные.
Молитесь, как мою и вашу офиару принял Бог, Отец Всемогущий. Дай вам Бог, примя офиару Твоих, на прославление и хвалу имя Своего, от самого на корысть нам и всему Христу Святому. Łaskawy Boże, przyjmij nasze молитвы и прими. Łaskawy Boże, wysłuchaj nasze молитвы и прими дары, какие мы Тебе приносим. И разуделу святой офиары, доведи нас до хвалы вечной, брат Христа, Пана нашего. Отзвони. И с Духом Твоим Укору сердце. возносим и пропало. Подякуем Пану Богу нашему. Он это и справедливо. Собрал ты ровно это и справедливо, слушно и избавленно. Как мы завсёды и всюды Тебе складали подяку. Пане святый Отче, всемогутный вечный Боже, от Тебя походит все, что есть на свете, и по Твоим слове изменяются поры года. Ты створил человека на свое подобенство и подпорядковал ему этой дивосный сусвет, и все, что его наполняет. Как от Твоего имени люди пановали над усими створения и прославляли Тебе у Твоих святых, праз Христа Пана нашего. Тому з усіми анёлами мы Тебе прославляем, з радостью устрікаючи. Святый, 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 всемогутный, небо и земля, полные хвалы, Госана на вершинах, Госана на вершинах. Господи, Бог приходит, имя Пана, Госана, Госана, Госана на вершинах, Госана на вершинах. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці, таму у єднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Jesús Христос у нас крови паслаў на апостолаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе усемагутны Божа. Освяти гэтыя дары рацою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Jesúsa Христа. И он, коли добровольно выдал себе на муки, взял хлеб и подяку Тебе складаючи, ломал и раздавал своим учням кажучи: «Бярите и ешьте з гэтага ўсе,
Бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана. Podobnym czynom po wieczery uzjął kielich, znów Tobie podziaku składając, podał swoim uczniom tańczy. Pijcie i picie z jego usie, bo to jest kielich krwi mojej, nowego i wiecznego zapowietu, jaka ja za was i za mnogich będzie prolita, gdzie na odpuszczenie grzechów. Geta czynicie na moją pamięć. Это великая таємниця віри. Отвержаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и шагаем Твоего Христа хвалим. Вспоминаючи смерть і знов повстання Твого Сина, отверуем Тобі, Пане, для життя і исполнення, дякуючи, що вчинив нас Божими стоять перед Тобою і служить Тобі. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючи тіло і кров Христа, Дух Святый собрал в одно. Памятай, Пане, про костел Твой рассеянный во всем свете, удосконай его в любови, разом с папом нашим Львом, biskupom naszym Józefem i усім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які поспили в надії на воскрешення, і про всіх, хто в ланстві Твоє надійшов з этого світу і дозволив убачить святого обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел житті вечном, у єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом Євранником, со святыми апостолами, святым Архангелом Михаилом, Яном, Павлом II, сестрой Фаустиной, благословенным Отцом Брониславом и всеми святыми, які спрадвеку подавалися Тебе, как зими и мы хвалили и прославляли Тебе, раз Сына Твоего, Иисуса Христа. Раз Христа с Христом и у Христе, Тобе, Божа Ojca Всемогутный, у єдності Духа Святого, уся ваша и хвала, разучения и вечная. Молимся на Отца Небесного, як нас научил Иисус Христос. Отче наш, который есть в небе, святится имя Твое, приди царство Твое, пусть воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего Господня, дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в искушение, а избавь нас от злого. Просим Тебе, Пане, слав нас от усякого злога, дай ласкаво с упокою дни наши, да поможи нам милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху, и захованы от усякого неспокою, чакали исполнения счастливой надеи, и прища Збавцы нашего Иисуса Христа. И голос, и хвала на веки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, яки живешь и благодаришь на веки вечные.
супокоїть Пана, нехай завсюди буде з вами. Не ведеться ближньому знак супокою. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословленные покликанные на вечерню Божию. Я не вартий, правди большой до мені, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя.
Молимся. Милосердный Бог, Ты насыщаешь нас наисвятейшим телом и кровью Твоего Сына. Повторно Тебе просим, как Ты дал нам уделу Твоим божским житии праз Христа Пана нашего. Объявы. 28-я неделя звычайная. 15 кастрычника в середу вспоминаем святую Тересу от дитятства Иисуса Панну. Святую Тересу от Иисуса Панну и доктора Костела. 17 кастрычника в пятницу вспомним святого Игнация Антиохского, бискупа и мученика. 18 свято святого Луки Евангелиста, опекуна лекаров и медработников. Руженцовое набожество в нашей парафии справляется каждый день
перед святой Мшою 18:20 памятаем про словы Марии у Фатиме. Дети, штоденно молитесь на ружанце, как выбросить покой у свете. Тому и захочу, так само тых, кто не может приходить на ружанец, как в своих семьях молиться, придамся одной таямницей. Зближаецца месяц лістапад, калі асаблівым чынам будзем молиться за усіх памерлых. Вымынкі ўжо можна прыносіць і складаць у святару закрысты. Картачкі ляжаць напрыканцы капліцы. Калі ласка, пішыце выразна і добра. Наступная неделя, так званая третья неделя месяца, інвестиційна. Дякую за ахвяры, складзеныя на будову. 2 листопада в нашей парафии адбудзецца бал усіх святых у доме катехатычным пасля святой імшы у 12 гадзін. Запрашаем прыняць чынны удзел у гэтым святкаванні, перапрануцца за якогосьці святога. Таксама, калі нам на гэта надвор'е дазволіць, засмажым якіесьці каўбаскі, каб на голодный желудок не гулять. Кожную середу адбываецца сустрэча фармацыйная моладзі, падчас якой прыгатаўліваемся да сакраменту канфірмацыі. Іначай без жмавання сабралася ўжо досыць вялікая групка, 13 чалавек, калі бы хто яшчэ жадаў далучыцца. Апошнія гавораць, званок і дзверы будуць зачыненыя. Кожны дзень у нашай капліцы трывае адарацыя Пана Езуса у найсвяцейшым сакраменце. Помолимся за Полину і її бацьков і хросних з нагоду хросту. Дякую усім, хто причинився до приготування фесту парафіального, так званого отпуску парафіального. Нехай добрий і милосердний Пан кожному отплатить паводле його наміру. А так само тим особам, які прийняли потім вечором ще уділ у катехатичній залі, собралися разом, порозмовляли, з'їли щось солодке або горкое. Нехай добрий і милосердний Бог вам вас обороняє. Дякую за хвірування на будову святині, супольну індивідуальну молитву, за спів і оправу літургічну і прибирання каплиці, так само тим, хто дежурив. Помолимся за тих, хто на гэтым тижні святкує дні народження, іменини, юбілеї, чекає народив дітей, за добродіїв хвіродавців нашої парафії, так само обновить добродіїв будівництва санктуарія, Божей милосердности и за каждого из нас, отдаючи под опеку Матери Божией, Твоей обороне отдаемся. Святая Богородица, наша потреба, не обращай моления наши, и от всякой злой приходы, выбавляй нас во всем. Анна хвалебная и благословленная, о Пане наша, опекунка наша, утешальница наша, и заступница наша, Сыном Своим нас поедай, Сыну Своему нас заручай, Сыну Своему нас обновляй. Добре, что вы приходите, что вы есть. Дякую вам за все, что приходите, заказываете так само. Интенции складаете оглядку. За это я так само могу себе купить кисти носок, может тарелку, якусь кость на тарелку положить. Тому що дякуючи вашим оглядам, я ж не працюю фізично, не можу заробляти грошей. Але такий спосіб, що вам служу, і ви так мені вдячні. Є такий анекдотик, правда, з одної парафії. В одну из парафий приехал там клерик такий, черненький мужик, как говорят его, черноскурый. Худенький такий, з Африки приехал, куди? Ну и пробашкеть, что на его на хорошую информацию, идею такую. Добре було б этого клерика, думаю, використати і пустити його, як збирав охвяр, він такий худенький, да люди будуть скидати десь сюди, його все, що має з кишенів. Ну і наказав там клерикам, які приїжджали так само, допомагати этой парафії, сказав, научите этого клерика, знаете, эти два слова польську, Бог заплатить, потом Боже вдячь по-нашему. Нехай ходить и собирая гроши, потому что намного больше собирает. Ну и говорит, все отправляю им шулеру, что там, где клерик, ты прошел, черненький, худенький, то все ржут, аж заходятся, не могут рассказать смехом. Думаю, что старалась, везде аж плачут, заливаются слезами. Оказывается, он поставивший доведался, что клерики научили его про слово, а когда подходил и улыбался, дай еще. Потому что вам дякую вам, еще спросил больше. Дякую вам, что вы даете еще примите Божие благословение. Нехай вас благословляє Бог Всемогутний, Отец и Сын и Дух Святый.
Idźcie osoba koi Chrysta. Święty Archaniole Michale, wyraźcie nas usłuchani, bądź nam обороной, Супротства пустыни восстань слова духа, покорно просим, нехай его знищить Пан Бог, а ты, князю войска небесного, могутностью Божию, скинь упекла шатана и інших злых духов, які нас Богу душную спасеться. Аминь. Нехай буде похвален. Правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа, нехай будет похвален на святейший сакрамент. Правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа, нехай будет похвален